Здравствуйте! В эфире новости, подготовленные службой информации телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпукол. Начнем выпуск крупного пожара, который произошел минувшей ночью на улице Каменистой. Сгорел ресторан «Горыныч». 5 лет работы заведения превратились в пепел. Сообщение о возгорании на пульт пожарной связи поступило уже далеко за полночь, а именно в 2 часа 37 минут. Когда первый расчет прибыл на место, деревянное здание и летняя веранда были полностью объяты пламенем. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Известно, что на момент возгорания ресторан был закрыт, поэтому пострадавших нет. Все силы и средства были подняты по тревоге пожарно-спасательных частей города Кызыла. Прибыли вовремя. Погибших, травмированных на пожаре не допущено. Силы и средств у нас привлекалось 18 единиц техники, 38 человек. Сейчас там работают дознаватели Государственного пожарного надзора, также исследовательская пожарная лаборатория. Причины пожара устанавливаются. Тему пожаров продолжим в рубрике «Республика добра». 27 июня на левобережных дачных обществах Кызыла вспыхнул пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Огонь успел уничтожить часть здания, но тем не менее проживать там матери-одиночки с 4 несовершеннолетними детьми невозможно. Как произошло возгорание и есть ли пострадавшие, выясняла наша съемочная группа. Ну вот, заходим в дом. Вот у нас кухня, которая и пострадала, где мы и кушать готовили, и все делали. Запах гари, черные стены и потолок свидетельствуют о недавно произошедшем здесь пожаре. Именно такую картину обнаружила по приезду хозяйка дома, многодетная мать-одиночка Анастасия Баранова. Женщина со слезами на глазах поясняет, что причиной возгорания послужило короткое замыкание в розетке. Да, вот здесь произошло замыкание, вот тут стояла плитка, из-за чего и произошел пожар. Тут потому что рядом стояло кресло. Стол, кухонный гарнитур. И это все сгорело. По счастливой случайности во время пожара дома никого не было. Анастасия находилась в районе на похоронах, а старшие дети купались в речке недалеко от дома. Я уже находилась в деревне, когда поступил звонок. Это было уже около 2 часов, в 3-м часу. Позвонила мне соседка и сообщила: Настя, около тебя стоит пожарная, тушат дом. Ну, я сразу растерялась. Задымление обнаружил сосед женщины, который сразу вызвал пожарных. Днем часов в 11, когда в магазин пошел и увидел дым. Ну, домой забежал, там замок висел. Я вот в пожарную службу позвонил, они приехали. Сразу потушили. В одночасье семья осталась без крыши над головой. Находиться в доме, где сильно пахнет гарью и нет электричества, было невозможно. Куда деваться с 4 детьми, где самому младшему всего месяц от роду, женщина не знала. Ничего другого не оставалось, как обратиться за помощью к социальному педагогу 3-й школы Кызыла, где обучаются старшие дети. После данного звонка заведующей социальной службой Шалуба Сергаловича мы поехали на левобережные дачи, где они проживают. К тому времени Анастасия Александровна была дома, пожар был потушен, после чего связались с заведующей начальником агентства по делам семьи, детей Еленой Эресоловной для дальнейшего определения семьи, приют, после чего семья устроена на проживание. Вечером того же дня Анастасия с 3 детьми была определена в Центр социальной помощи семье и детям Кызылского района. Месячный сын женщины с высокой температурой был доставлен в детскую больницу. Вот наша комната, где мы спим, кушаем. Здесь вот у нас маленький спит, месяц которому. Здесь Максим вот с Лерой спят. Здесь я, а здесь вот старший сын спит. Вот тут вот мы живем с 27 числа по сегодняшний день уже. Еще не знаю, сколько будем жить. По словам заведующего постинтернатным отделением центра Вячеслава Лайдыпа, при поступлении семья находилась в шоковом состоянии. Сразу же были оформлены все необходимые документы. Здесь они могут пребывать до 11 месяцев. Представляем койко-место, постельное белье, а также обращаемся к спонсорам насчет питания и насчет других вещей, одежды. А также обратились с заявлением, помогли написать заявление в аппарат правительства
о помощи, материальной помощи семье. Как говорит Анастасия Баранова, сегодня ее многодетная семья нуждается в помощи, а конкретно в продуктах питания и строительных материалах. На сегодняшний день у нас заканчиваются продукты, там у детей. Денег у нас тоже на восстановление нету. Вот надо и проводку нам поменять, электричества нету. Если вы хотите помочь семье, то можете позвонить Анастасии Барановой по номерам, которые вы видите на своих экранах. Чинчи Кашпукол, Буян Аюн, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Власти Тувы разворачивают работу регионального штаба по организации и проведению кормозаготовительной кампании. Руководить штабом глава Тувы поручил вице-премьеру Байбеку Мангушу и министру сельского хозяйства и продовольствия республики Эресу Данзабелеку. Как отмечают в аграрном ведомстве, площадь естественных кормовых угодий в Туве составляет 109,5 тысяч гектаров. Однако сенокос на них приходится начинать выборочно. Традиционные сроки заготовки трав на большинстве покосов сдвинулись из-за июньской засухи, замедлившей рост и созревание растений. По расчетам специалистов Минсельхозпрода республики, для нормальной зимовки скота во всех категориях хозяйств необходимо обеспечить вдвое больше, чем заготавливалось обычно. Глава Тувы потребовал от правительства и местных властей обратить особое внимание на создание кормового запаса участниками губернаторского проекта «Кыштак для молодой семьи». И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 58 копеек, а евро 67 рублей 68 копеек. Сейчас реклама. Вернемся в эфир буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Какой большой, красивый. И цена выгодная. Еще и пылесос в подарок. С 7 июля в салонах РБТ.ру при покупке холодильника LG высотой 185 сантиметров всего за 32 990 рублей. Пылесос в подарок. РБТ.ру. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Тувинские национальные инструменты «Душа народа». Министр культуры республики Алдар Тамдын раскрыл секреты уникального звучания народных музыкальных инструментов. К слову, он является мастером по их изготовлению, поэтому знает о тувинских инструментах все. Алдар Тамдын не только прочитал лекцию в Национальном музее республики об изготовлении инструментов, но и познакомил собравшихся со звучанием и характером каждого из них. Алдар Тамдын, помимо исполнения горлового пения, 20 с лишним лет занимался изготовлением национальных музыкальных инструментов. Любовь к тувинской народной музыке передалась ему от отца. В 80-х годах правительством республики было принято решение возобновить традиционные музыкальные инструменты. Однако вместе с тем были и попытки изменить их. Усовершенствование смычковых больше походило на копирку под европейские музыкальные инструменты. Ставили требования перед мастерами, но наши мастера, такие как Аканчик и другие, наши старшее поколение, они сумели сохранить тот древний вариант, несмотря на упреки организаторов данных конкурсов. Тувинские музыкальные инструменты изначально были сделаны под горловое пение, говорит Алдар Тамдын. Кочевой образ жизни также сказался на традиционной тувинской музыке. Низкий бархатный звук игила должен дополнять хуэмей, и буквально в каждой мелодии можно услышать звуки природы и животных. Звуки коровы и быка, они отделяются. Бык поет фальцетом, а корова что делает? Мычит, да? История развития музыкальных инструментов, этимология игила и просто красивое исполнение на этом инструменте не оставил равнодушным ни одного слушателя лекции. Лекция очень интересная. Алдар Константинович нам показал имитацию игры животных, игры на игиле. Вообще лекции у нас идут уже 5-й раз в Национальном музее. Это одна из лекций цикла публичных лекций «Колесо знаний». Простота и гениальность двухструнного игила своим звучанием поразила практически всех, где мы бывали с гастролями, говорит Алдар Тамдын. А в целом разнообразие музыкальных инструментов говорит об их роли в историческом развитии национальной культуры и довольно высоком уровне инструментального искусства тувинцев. Чинчи Самбуга, Буян Аюн, телекомпания «Новый век».
Как не лишиться телефона или кошелька на улицах города? Об этом волонтеры и полицейские рассказывали жителям Кызыла и раздавали специальные памятки. В них подробная инструкция, что делать, чтобы не стать жертвой вора и как действовать в случае обнаружения пропажи. По словам полицейских, в среднем в сутки своих мобильников лишаются 6 человек. И большинство краж происходит именно в людных местах, в магазинах, торговых центрах и пассажирском транспорте. Поэтому именно там стражи порядка и волонтеры провели акцию. Всего участникам раздали около 400 памяток. Сейчас о погоде на ближайшие сутки. Что нас ждет, расскажет Муза Черепанова. Ей слово. Здравствуйте, с погодой на ближайшие сутки познакомлю вас я, Муза Черепанова. 7 июля – день Ивана Купала. Обязательный обычай – массовое купание. Считается, что с этого дня из рек выходит вся нечисть, поэтому вплоть до Илина дня можно купаться без опасения. Кроме того, считается, что вода Иванова дня наделяется живительными и магическими свойствами. Ну а теперь о погоде. В Кызыле днем переменная облачность. Воздух прогреется до 25-27 градусов. Вечером и ночью прохладнее, возможен небольшой дождь, плюс 10, плюс 12. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами по республике ожидаются сильные дожди, ливни, град, грозы и усиление шквалистого ветра от 15 до 20 метров в секунду. Местами до 25 метров в секунду. Давление 703 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%. Спасибо за внимание и до новых встреч! На этом выпуск подошел к концу. Эфир продолжит программа «Услышать каждого». До встречи на канале «Новый век».